с кадетами. Это замечательное, в общем-то, учебное заведение, и дети там получают хорошее образование. И Хорошо, это давайте очень здорово. перейдем. Мы обещали, что будут новшества в шествии бессмертного полка. Одно из новшеств мы увидели, это журавлиный клин. Еще об одном расскажите, пожалуйста. Ну, вот здесь мы видим, во-первых, подходит журавлиный клин, а потом, кроме плащаницы, значит, Знамени Победы, кадеты несут знамена. Знаменная группа, там несут, значит, различные вот знамена, которые у нас есть, связанные с отличившимися частями года Великой Отечественной войны. И вот, Вот мы видим дальше, вверху экрана сейчас. да, дальше мы видим, идет группа вот после плащаницы. Это реконструкторы, члены военно-исторических клубов реконструкции. Они одеты в форму солдат Красной Армии 43-45 годов, тоже, которые с петлицами, с погонами. И это те, которые вот какими они были в 45 году. Мы можем вот увидеть солдата 45-го года. И вот как раз они одеты в такую форму. И они участники различных международных и всероссийских фестивалей военной реконструкции. Здесь у нас, кстати, очень хорошо в республике это дело поставлено. И чем больше лет проходит свои, тем больше реконструкторы становятся уважаемыми людьми, потому что они тоже дух истории в себе несут. Дальше что у нас идет? А дальше идут после них уже барабанщики. Соответственно, группа барабанщиков 34. Они символизируют шествие, как бы задают ему темп. Понимаете, перед каждым парадом должен быть темп. Вот они задают темп парада. А дальше уже, собственно говоря, начинается уже сам бессмертный полк. Они несут растяжку. Но там тоже есть свои новшества и свои некоторые изменения. Давайте вот мы сейчас посмотрим. Вот проходит мимо нашей трибуны. Мы видим журавлиный клин, который символизирует... Это мы сейчас, друзья, вам показываем то, что звание Героя Советского Союза 11,5 тысяч всего было Героя Советского Союза во время войны. Присвоено такое высокое звание. И вот 278 воинов из Башкортостана. Вот Знамя Победы как раз сняли теперь уже с БТР, который он был на параде, и сейчас его несут на трибуну. Почему? Потому что бессмертный полк будет проходить мимо этого знамени, понимаете? Знамя будет принимать. Да, знамя будет принимать. Вот у нас этот парад принимает не генерал, не кто-то, а само не какой-то Победы. Даже самый большой чиновник, не какой-то заслуженный человек, а Знамя Победы. И вот мысль всего этого бессмертного полка в том, что в строю вместе с детьми и внуками и идут наши ветераны. Вот теперь мы видим, перемещается плащаница Победы, Знамени Победы. Ну и вот внутри колонны, кроме того, что вот будет отдельная колонна потомков, родственников Героев Советского Союза, кавалеров Ордена Славы. Это вот у нас в этом году такое новшество. Ну и, соответственно, есть еще несколько, так сказать, изменений, которые мы с вами увидим. Но просто хотела сказать, что вот награды, мы с вами вот говорили, уже начали об этом говорить. Восстанавливали страну. Было просто не до этого. Именно здесь ощущаешь патриотичный дух, единство и то, что герой у нас действительно бессмертный. Коллеги. Спасибо большое. Прекрасное интервью из гуще событий. Ну что, Рамиль Насибулович, скажем о том, что пришел бессмертный полк, сейчас авангард его идет у нас напротив здания. Прекрасный майский день, прекрасный наш праздник. И хочу сказать, что вот еще одно новшество. Впереди колонны идут дети, победители Гагаринской Олимпиады. Те, кто писал в этом году Гагаринскую Олимпиаду и занял призовые места. Это вот одно тоже такое наше новшество. Это тоже пожелание устроителей. Да, и еще будет отдельно идти колонна УМПО. Почему? Ну, мы с вами знаем, что вот Челябинск Уфимское был моторостроительное а Уфа объединение. это был город, где делались двигатели практически для всех самолетов. Но известно, что каждый третий самолет летал на двигателе, который был собран в Уфе. Это 51 тысяча вообще двигателей было создано для нашей авиации. Невероятная цифра. И, конечно же, вклад УМПО, его рабочих, инженеров, всех сотрудников, он, конечно, в победу вообще неоценим. И разумеется, сегодня будет еще отдельная колонна УМПО. Сегодня отдельная колонна. Ну, конечно, мы должны сказать спасибо всем тем, кто в те годы работал в тылу, потому что, ну, как вы понимаете, победа-то на самом деле куется
Да, и вот я как раз говорил, что вот мы видим у ветеранов у кого-то много наград, у кого-то, ну, вроде как не так много наград. Но это не означает, что кто-то воевал лучше, кто-то воевал хуже. Все воевали там, где их поставило командование. Зачастую. Выполняли свой долг там, где им было положено выполнять. Зачастую награды просто не находили своих героев. Вы знаете, 400 тысяч наград еще не было выдано. Вот, как звался? Но на сегодняшний день, насколько я знаю, Генштаб сообщил, что 250 тысяч осталось невыданных наград. И вот сейчас идет поиск людей, которые были награждены, но не получили награду. Ну, в разные ситуации. Люди попали в госпиталь, их перевели в другую часть. Ну, затерялось представление, хотя оно потом в архиве оказалось. Там самые разные случаи. И сейчас эти награды возвращаются. И вот, много интересных историй в связи с этим происходит. Ну, вот была вот история 3 года назад у нас, в 2016 году, Александр Павлович Суслов, оказывается, был награжден орденом славы 3-й степени, но даже не знал об этом награждении. Просто не знал, потому что фронт — это мясорубка, и там не всегда информация доходит в правильном виде и туда, куда надо. В 2016 году 90-летнему ветерану это заслуженную награду, в общем-то, вручили. Вот такие истории, друзья. Поэтому мы всегда говорим о всех тех, кто прошел эту великую войну, это тяжелейшее испытание для нашей страны, что они и есть настоящие герои. Кстати, обратим внимание, что очень часто потомки тех, кто воевал, и вот сейчас чита